Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. По итогам 9 месяцев этого года увеличилась доля осужденных, привлеченных к труду, достигнув более чем 82%. Сумма возмещенных осужденными исковых заявлений составила более 15 миллионов рублей. Поговорим о трудовой занятости осужденных к лишению свободы. Гость у нас в студии Александр Карыбкин, старший помощник якутского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Республики Саха. Александр Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какая же роль отведена именно труду в жизни тех, кто отбывает наказание в виде лишения свободы? Благодарю за вопрос. Труд в жизни осужденных наряду с соблюдением ими требований к режиму в исправительных учреждениях имеет определяющее значение для достижения ими исправления. Роль привлечения и отношения к труду четко отражена в нормах Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. Так, в соответствии с статьей 9 настоящего кодекса, труд, в том числе и общественно полезный труд, являются средствами исправления и достижения главной цели, о которой я только что сказал. Наряду с уважительным отношением к человеку, к обществу, к правилам и традициям человеческого общежития. В свою очередь, администрации исправительных учреждений организовывают трудовое устройство осужденных с созданием их необходимых условий для эффективной и безопасной работы. Ввиду того, что соответствующее устройство осужденных является обязанностью органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, которая регламентирована статьей 13 Закона Российской Федерации об органах и учреждениях, исполняющих уголовное наказание. Но вот неспроста же те, кто оказываются, скажем так, за решеткой, они находятся в исправительных учреждениях. То есть вот труд — это одна из воспитательных мер для того, чтобы они начали вести свой нормальный образ жизни. Мы сегодня говорим с вами о тех, кто отбывает наказание в виде лишения свободы, но, пользуясь случаем, а если мы говорим об исправительных работах, это ведь тоже, скажем так, такая воспитательная мера для тех, кто находится на свободе? Исправительные работы — это совсем иной вид наказания. Если примечательно говорить об организации труда осужденных, которые все-таки отбывают наказание в связи с лишением свободы, в первую очередь необходимо определить вид исправительного учреждения в зависимости от установленного режима отбывания наказаний. Так примечательно, к нашей республике их у нас имеется два, то есть это колония поселения, участки колонии поселения при исправительных колониях и исправительные колонии строгого режима. Главным отличием одного от другого является возможность администрации исправительного учреждения трудоустраивать осужденных на выводных объектах, то есть объектах организаций, которые находятся за пределами исправительного учреждения, то есть за периметром. К таким объектам относятся складские помещения железнодорожного вокзала и депо в поселке Нижний Бестях. К таким объектам относятся приюты для безнадзорных животных города Якутска, фонда «Помоги выжить», также цеха железобетонных конструкций. При условиях отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима труд осужденных организовывается непосредственно в производственных зонах, то есть в пределах периметра исправительного учреждения. На таких объектах, как цеха металлообработки, цеха деревообработки, швейные цеха. Сам порядок привлечения к труду регламентирован главой 14 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, который помимо самого трудоустройства осужденного также включает и профессиональное обучение осужденного, чтобы предварительно подготовить лицо, которое отбывает наказание в виде лишения свободы, к трудоустройству на определенной должности, в том числе и должности, которая сопряжена с трудом в условиях вредных либо опасных условиях труда. Осужденный привлекается на работу на основании приказа начальника исправительного учреждения. В приказе четко регламентируется дата, с которой осужденный приступает к работе, а также должность, которую будет замещать осужденный в соответствии с приобретенными навыками в рамках профессионального обучения. А может быть, какой-то еще уровень образования тоже учитывается? Действительно, уровень образования учитывается. В первую очередь, те сведения об образовании осужденного при его поступлении в исправительное учреждение. К примеру, берутся во внимание специальности технические, инженеров, мастеров, электриков, токарей.
Это все действительно учитывается исправительным учреждением при решении вопроса о трудоустройстве осужденного на определенную должность. Ну и, наверное, есть какой-то момент по оплате труда. Все-таки они же трудятся, получая за это какое-то удовольствие. Действительно. И это очень интересный момент. Осужденные к лишению свободы, не только находясь на полном государственном материально-бытовом, медицинском, санитарном обеспечении в исправительных учреждениях, получают и действительно вознаграждение за труд, заработную плату. При этом, ввиду того, что осужденные к лишению свободы отбывают наказание в федеральных казенных учреждениях, коими являются исправительные учреждения, то есть финансируются за счет федерального бюджета, соответственно, оплата труда, нормирование труда, системы оплаты труда, в том числе с выплатой минимального размера оплаты труда, производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Вот, Таким образом, уголовно-исполнительным законодательством создаются понятные и простые для понимания условия в благоприятности труда для осужденных. а вот если мы говорим действительно о трудовом законодательстве, есть ли, возможно, какой-то отпуск у тех, кто трудится в колонии, или, может быть, какими-то рамками ограничена там рабочая неделя? В части организации отдыха осужденных, которые задействованы в оплачиваемом, привлечении к оплачиваемому труду, действительно приказом начальника исправительного учреждения осужденные при достижении, соответственно, установленных законодательством периодов, которые являются основанием для предоставления отпуска, действительно осужденным предоставляется отпуск, срок отпуска и дата выхода на работу также предусматривается приказом начальника исправительного учреждения. Соответствующий отпуск осужденные, примечательно, например, осужденные колонии поселения проводят в соответствующих комнатах длительных свиданий в рамках организации отпуска. Действительно. Вы отметили о том, что заключенные трудятся и на тяжелом производстве, скажем, в промзонах. Вот к какому труду они привлекаются? Ведь, понятное дело, мы же не можем вора-рецидивиста отправить работать на склад. Как я ранее сказал в своем выступлении, действительно, при отбывании наказания осужденным в исправительной колонии строгого режима, при освоении осужденным соответствующей специальности, он может быть трудоустроен на промышленной зоне, на цехах деревообработки, металлообработки, в швейном цехе. Помимо тяжелой работы, хотелось бы также обратить внимание на то, что осужденные привлекаются к работе и в пределах исправительного учреждения, не только на промышленных зонах, на таких объектах, как банно-прачечные комплексы, также пищевые комбинаты, в которые включаются столовые, кухни, пищевые склады, горячие и холодные цеха, а также могут быть задействованы осужденные на сантехнических работах. Вне зависимости от вида исправительного учреждения осужденные трудоустраиваются на должности поваров, помощников поваров, подсобных рабочих столовых, помощников машинистов кондиционно-насосных станций в пределах исправительных колоний строгого режима. А в свою очередь на участках колонии поселения при исправительных колониях, а также непосредственно в колониях поселений, осужденные, имея соответствующую категорию вождения автотранспортным средством, а также которые прошли специализированное обучение в учреждениях при исправительной колонии, могут быть трудоустроены на должности водителей автомашин. При важном условии, что осужденным не был привлечен к уголовной ответственности за совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения, а также за вождение транспортных средств в нетрезвом состоянии. Помимо привлечения к оплачиваемому труду, хотелось бы также сказать, что что осужденные к лишению свободы привлекаются к работам по благоустройству исправительного учреждения в порядке статьи 106 Уголовно-исполнительного кодекса, что выражается, к примеру, в сборе мусора,
влажной и сухой уборки прилегающей территории исправительного учреждения, восстановления и ремонта малогабаритных объектов в пределах периметра. Учитывая индивидуальные особенности осужденных, такие как преклонный возраст, достижение пенсионного возраста, администрация привлекает подобных лиц только на основании их личного волеизъявления, в письменной форме, чем также обеспечиваются надлежащие условия отбывания ими наказания. Также соответствующие условия распространяются и на осужденных, которые признаны в установленном порядке инвалидами, то есть имеют третью категорию инвалидности, вторую категорию инвалидности. Администрация исправительного учреждения также принимает во внимание и статус указанных осужденных. Возвращаясь к тому, с чего вообще начали сегодняшнюю беседу, труд в колонии носит такой воспитательный момент, исправительный. Как-то вот этот, скажем так, трудовой стаж, он зачитывается потом в суде? Если обращать внимание на рассмотрение судом ходатайств осужденных по различным вопросам, по таким вопросам, как изменение исправительного учреждения на более мягкий вид, замену наказания в виде лишения свободы на более мягкий вид наказания, при условно-досрочном освобождении, отношение к труду и трудовой стаж все-таки играют существенную роль, но не определяющую, ввиду того, что суд рассматривает соответствующий вопрос в рамках заявленного ходатайства осужденным, анализируя не только привлечение к труду и результаты привлечения к труду, но и поведение осужденного за весь период отбывания наказания, отношение к обучению и возмещение вреда осужденным, ущерба от преступления, который подлежит возмещению, еще раз скажу, потерпевшим. Особенно внимательно, знаете, суд подходит к этому при решении вопроса об изменении вида исправительного учреждения с колонии строгого режима на колонию поселения, ввиду того, что рассмотрение указанного вопроса открывает возможность осужденному быть трудоустроенным на более высокооплачиваемую работу и в этой связи в большем размере возмещать исковые обязательства перед потерпевшими. Также замечу, что по итогам 9 месяцев 2025 года из более чем 82% как выразились, осужденных, привлеченных к труду, отбывающих лица, которые отбывают наказание и имеют исковые обязательства, трудоустроены в полном объеме. А ведь наверняка есть такие, которые просто не хотят трудиться. Действительно, уголовно-исполнительное законодательство в вопросах отказа от работы и в вопросах отрицательного отношения к привлечению к труду занимает очень принципиальную позицию, ввиду того, что отказ от работы является одним из злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания. Если администрация исправительного учреждения в рамках постоянного контроля и надзора за трудоустроенными осужденными, а также осужденными, которые привлечены к труду в рамках статьи 106, то есть в целях благоустройства исправительного учреждения, установит отказ от работы со стороны осужденного, в последующем администрация исправительного учреждения в коллегиальном составе на дисциплинарной комиссии, в частности, начальник исправительного учреждения, своим постановлением объявляет осужденного злостным нарушением установленного порядка наказания. В последующем администрация исправительного учреждения выходит с представлением, в частности, в колонии поселения, об изменении вида исправительного учреждения на более строгий вид. То есть с колонии поселения на колонию строгого режима, а примечательно к исправительной колонии строгого режима уже сначала перевод в более строгие условия содержания не менее чем на 9 месяцев, при отсутствии положительной динамики также перевод на более строгий вид режима в иное исправительное учреждение. Ну что ж, Александр Вячеславович, большое спасибо вам за такой экскурс. Много нового мы для себя сегодня узнали. По возможности приходите к нам еще. Благодарю вас за приглашение. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.